Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня мы начинаем снова и опять сбор на корм. Прошло больше месяца с прошлой закупки, а корм нужно докупать постоянно. Пришло время снова его закупать. Заказали, ждем, но оплачивать нечем. Поэтому срочно открываем сбор на корм, друзья. Помогите, помогите, друзья. Опять и снова вас прошу. Без вас не выжить, не прокормиться. Сбор на корм. Моя хорошая девочка. Ты же хорошая девочка. Строгая, умная. Вот красавица какая. Ну, пиратик. 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 Пироточка. Вот они вместе живут, и у них прям дружба и любовь. Пушик. Пушинка. Пуш. Ларочка, погоди, не твоя очередь. Пушинка. Королева пухлости. Иди сюда. Друзья, корма осталось на пару дней. Приходится экономить. Но нельзя остаться собакам без корма. Я вас очень-очень прошу. Помогите. Тим. Красивый какой пес. Тим. Анфиса. Анфиса. Пиратик. Здравствуй. Круто. Ждет большую высокую струю взять. Он такой попрыгает, что надо. Очень любит играть. Один Сэм, что у нас любит вот так с водичкой играться. Блэк кушает травушку.
Барди. 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 Бардишка. Барди мои. Ты такая моя хорошая. Все, не хотят они травку. Санечка, тебе жарко. Толстуха ты моя. Вот так вот. И налеем чистой водички. Они туда купаться лезут. Друзья, вот, видимо, и настал тот час, когда я не справляюсь совсем. Настал тот момент, доселе мне незнакомый. Снимите с меня ярлык сильный. Моя сила заключалась в моем жутчайшем терпении и вашей финансовой помощи. Теперь нет ни того, ни другого. 8 лет служения нашим братьям меньшим. Гигантская работа по спасению позади. 1000 спасенных, 1000 пристроенных. Но это в прошлом. По ощущениям себя могу сказать, нахожусь у разбитого корыта. На плечах пара сотен тех, кого приручили и за кого в ответе. Только ответ очень печальный. У них нет перспективы пристройства. А если им суждено состариться и умереть на передержке, то теперь встает вопрос и того хуже. Скорее всего, мы потеряем и передержки тоже. За долги и неоплату собак нас скоро выселят. Выселит застройщик, выселят банки и управляющие. Так как живем мы там на птичьих правах. Это не собственность. Эти помещения в залоге. Нет оплаты, освободи помещение, где живут собаки. Я до последнего держалась, с опозданием, но оплачивала проживание спасенных собак. Но все изменилось в одночасье. Сборы на корм не погашают этих долгов. Корм только позволяет покормить 2-3 недели, а долги за проживание растут. Из денег корма приходится также стерилизовать, лечить разного рода воспаления, аллергикам покупать недешевый лечебный корм, лекарства, демодекозникам дорогие бровекта, ставить дренажи, капельницы венсаркомным и так далее. Не справляюсь. Эта работа в таких объемах не для одного человека. Пристройства у нас останавливаются. По новым законам с сентября ужесточаются перемещения животных и вывоз. Теперь без анализа на бешенство и без сертификата животное не вывести. Анализ этот дорогой, 6000 на одну собаку. И это еще не все. Выехать можно аж только через 3 месяца после сдачи этого дорогого анализа. А еще собаки болеют или что-то воспаляется, болит. Друзья, у якутской девочки Алиски отказ от еды. Ничего не ест. Опухла правая часть мордочки. Все воспалено. Ей больно. Сразу не понять, в чем дело. Но решать проблему надо. Поехали в клинику. Проблема с челюстью, с зубами. Все загнило, болит, флюс, нарыв гнойный. Пришлось вводить срочно в наркоз, удалять, обкалывать, а иначе никак. И оплатить надо за это 15 000. Друзья, помогите. У Алиски нет помощи ни на еду, ни на лечение. Она из тех, у кого нет и не было финансовых кураторов. Помогите, друзья.